На этой неделе исполнилось ровно 5 лет с того самого дня, когда стало известно, что Казань примет у себя Универсиаду 2013 года. 31 мая 2008 года в Брюсселе было объявлено о нашей победе. Вспомним эти мгновения. Мы еще раз доказали, что Россия лучшая. Спасибо огромное. Нам было тяжело, но мы были лучшими и стали лучшими, а будем еще лучше. Спасибо, с победой всех. Всех целуем, ждите нас дома. Казань победила! Россия вперед! Россия! Значит, будут знать все Казань. Ничего близкого, похожего еще в нашей истории не было. Я был в эти самые дни в Брюсселе и, ей-богу, радовался как ребенок. Да там все прыгали от счастья, как дети. И Рустам Минниханов, и вся наша делегация. Наверное, такие мгновения бывают лишь раз в жизни. Больше они не повторятся, к сожалению. Тогда, в 2008-м, казалось, еще целая вечность до 2013 года. Еще и отдохнуть успеем. Время пролетело, как один день. До главного события в жизни республики чуть больше месяца, а город все еще большая стройка. Об этом мы поговорим сегодня с мэром Казани Ильсуром Метшиным. Развязки, спортивные дворцы, все это уже более-менее понятно. Но казанцы, согласитесь, пока смутно себе представляют, а как в принципе будет выглядеть город. И конкретно, например, набережная Казанки. Там будет очередной жилой массив или, наконец, долгожданная зона отдыха. Давайте посмотрим в будущее. На этот раз не на 5 лет вперед, а всего лишь на месяц. Об этом в ближайшем будущем Зуфар Давлешин. Когда бы еще протока Булак стала полноправным водоемом с вычищенным от ила дном, травой и деревьями на берегах. Полвека ждал Булак этих дней. Соединяя насыщенное тайнами озеро Кабан и главную реку города Казанку, получил он и новые фонтаны с подсветкой. А ниже по течению, там, где Булак впадает в Казанку, должен предстать новый облик столицы Татарстана. Тот, который не только для автомобилей и гостей, а для тех, кто здесь будет и дальше жить. Не было до сих пор в Казани ни одной благоустроенной набережной. Теперь обещают, что будет не одна набережная. Или одна сплошная набережная. От нового стадиона под мостом Миллениум до Ленинской дамбы и обратно. От Кремля, мимо НКЦ и до моста Миллениум. И пока там суета и пробки, здесь можно будет прогуляться спокойно. Под стенами Кремля обещают территорию для людей. Набережная стала намного шире. Обещают, что она будет еще и удобной. Посередине велосипедная дорожка, и с двух сторон прогулочная зона, а между ними будут газоны, будут высажены деревья, планируется ресторанный комплекс, кафе, возможно, зона проката. Это спуск к воде с причальной стенкой. Здесь должно быть комфортно, хорошо и привлекательно. С противоположной стороны встраиваем сейчас парковку. Протянется эта набережная от Кремля сначала до Национально-культурного центра Казань, а затем и до моста Миллениум. Пока питательно-увеселительные заведения обещают только около Кремля. Какая инфраструктура будет дальше, еще точно неизвестно. Во время проведения всемирных студенческих спортивных состязаний здесь будет и парк Универсиады. В течение дня он будет открыт каждому желающему, а ближе к вечеру вход только по билетам, приобретенным на соревнования. Специальные шатры, они очень будут похожи на такой, может, чуть-чуть НЛО. Здесь получается, можно сказать, город в городе, потому что действительно большая инфраструктура. Тот парк, который сейчас мы видим,
он уже буквально через несколько недель будет превращаться в живой организм, где будут расти здания, рестораны, сцены, экраны и так далее. То вечером здесь будет выступать ежедневно цирк Дю Солей. И чтобы избежать, может быть, наверное, того момента, чтобы парк просто не снесли после 16:00, в парк будут пускаться только зрители универсиады, то есть именно только с билетами. Тем, кстати, кто будет посещать соревнования, например, во Дворце водных видов спорта, можно будет, прогулявшись около нового стадиона, пройти сюда пешком по противоположному берегу. Там, говорят, тоже вдоль всей набережной будет облагороженная пешеходная зона. Под мостом «Миллениум» до нового ЗАГСа. И вот ему, кстати, стоит уделить особое внимание. Не только потому, что верхняя часть его сделана из меди. Исторически, да, казан, он был медным. Он был медным, блестящим таким казан. И поэтому вот этот художественный образ, меди, он реализовался в своей задумке, по своей идее, такое открытое пространство. Открытое пространство, над которым возвышается вот этот наш казан. Очень хочется видеть на этой травке, на этой лужайке семейные пары. То есть по газону можно будет ходить? Конечно, конечно. Вот вы видите, все передвигаются. Ну и, конечно же, хочется видеть деток на этих лужайках. Высота здания 30 метров, 9 этажей. А какой вид открывается сверху? Но об этом позже. Еще идут строительные работы, но городские власти обещают, что они будут завершены к концу месяца. Решено отойти от традиционных для подобных зданий символов обручальных колец и пары голубей. И называться он будет не дворцом бракосочетаний, а дворцом торжеств, потому как не только свадьбы предполагается здесь обслуживать. Впрочем, обо всем по порядку. Главный вход, и оказываемся в таком просторном, красивом гостевом холле. Это у нас что вот предполагается будет за пирамида? Такой кристалл, камень, который будет оформлен в виде стекла. И здесь такая подсветка. Предполагается, что будет свисать люстра. Свечение будет также у нас попадать уже в нижний ярус. Думаем, что единовременно здесь смогут размещаться 250 и чуть более гостей. Мы планируем проводить здесь не только регистрацию брака, да, это всевозможные и семейные юбилеи, обряды имени наречения. Это красивейший обряд по торжественной регистрации ребенка. Ну и вот мы с вами на обзорной площадке. Это нижний уровень обзорной площадки. Сейчас мы сможем подняться на самую верхнюю точку нашего здания и посмотреть, какие виды открываются. Здание казана – это художественный образ скульптора Даши Намдакова. Это метафорический образ нашего города Казани. А там внизу еще, говорите, будет парковая зона такая, да? Да, конечно. С введением этого комплекса вводится и дорога по Сибгату Хакиму. Вот мы видим совершенно новая дорога. Мы получаем прекрасные подъездные пути. Шикарная автомобильная парковка на более чем 200 автомобилей. И когда же все это кончится? Этот вопрос, пожалуй, второй, волнующий казанцев. Первый – успеют ли все закончить до открытия универсиады? Мэр Казани ответил на эти вопросы не только журналистам, но и самым активным участникам социальных сетей, которых еще называют блогерами. Впервые, кстати, в таком формате. 29 июня у нас заезжают первые спортсмены, и для нас это как бы точка отсчета. Июнем закончатся все работы. А что с погодой? Будут ли тучи разгоняться? Ну, конечно, погода будет прекрасной. Ну, что вы, о чем вы? Зуфар Давлетшин, Роман Безменов. 7 дней. Итак, чуть больше месяца до универсиады. Большая стройка подходит к концу. Хотя, учитывая будущие спортивные события, которые нас ждут и после универсиады, о каком-то завершении говорить не приходится. Недоделанного всегда больше, чем сделанного, сказал нам на этой неделе в интервью мэр Казани Ильсур Метшин. Мы поговорили о многом. Ильсур Раисович, вот это место было когда-то нашим излюбленным местом отдыха. Тут был пляж, мы тут купались все время. Сейчас все так быстро меняется. А вот это здание, это будущий символ города? Родилась идея сделать что-то, которое бы символизировало не только Казан, но и хороший был знак, который бы напоминал нам об универсиаде. Человеческая память достаточно коротка, и хотелось бы, конечно, универсиада, чтобы запомнилась не только строительством каких-то объектов, но и какими-то символами, какими-то знаками. С самого названия слова «Казань» мы всегда рассказываем нашим гостям, туристам, что это слово «Казан». И вот наконец-то появился настоящий Казан в сердце города, напротив Кремля, на набережной. Хорошее, теплое,
уютное место для отдыха наших горожан. Здесь шикарная набережная, большое количество мест, зеленых зон, красивый вид на Кремль. Исурович, а вот что касается набережных, вот под НКЦ сейчас идет строительство, здесь на Ривьере, вот тут у нас около Кремля ведет строительство. Вообще, какова концепция сегодня развития? Надо вернуться в историю, имея красавицу Волгу, имея Казанку. Тысячелетняя Казань не имела набережной. Спасибо универсиаде, спасибо всем тем, кто принимал это решение. Наконец-то мы прирастаем набережными. У нас вокруг Грибного канала на Кабане благоустроенная территория. Сегодня мы ведем благоустройство и будет завершено от цирка до моста Миллениум, второй этап. Первый мы закончим на НКЦ. И набережная от нового строящегося футбольного стадиона Казан-Арены до Дворца водных видов спорта. И к универсиаде мы завершим благоустройство вокруг Казана. То есть, наконец-то мы получили благоустроенный, ухоженный, красивый, достойный столицы Татарстана берег, точнее набережные. Поэтому и это только первый этап. Наши планы соединить Кировскую дамбу, Казан, Ривьеру, Дворец водных видов спорта, футбольный стадион, единый набережный. Также и от цирка, Кремль, Кремлевская набережная, НКЦ, Миллениум, и затем продолжим уже в сторону парка Горького. То есть это уже останавливаться не будем. Вы знаете, у нас люди ведь очень слабо верят в хорошие. Все говорят, что опять построят какие-то здания, будут построены какие-то сооружения. Во-первых, мы на берегу договорились, образно выражаясь, стоя на берегу договорились о том, что мы никакого строительства вести не будем, набережные останутся только набережными. Будут сфера услуг, то есть небольшие кафе, санузлы, небольшие обслуживающие какие-то населения, потребности гуляющих по набережным, небольшие сооружения, никаких высоток, никаких там огромных торговых комплексов, не дай бог. То есть то, что необходимо для того, чтобы наши казанцы и гости столицы чувствовали себя комфортно и уютно на набережной. Больше ничего. Ну, еще одна не менее острая проблема, которая, я знаю, задается этот вопрос вам каждый раз, это дороги. Все уже ждут, когда все наконец будет пущено в ход, когда встанут развязки, когда начнется движение по Ленинской дамбе нормальное. Все-таки что мы успеем сделать по дорогам? Мы успеем сделать все, что мы на себя взяли обязательства. Мы прирастаем на 14% дорог, которые плюсом появились в Казани. Это 11 развязок, это 44 пешеходных перехода. Втрое больше, чем было до программы универсиады. И это все делается, это будет делаться все в срок. Вопрос, когда? Жизнь подсказывает, что в 8 утра 6 июля, в день открытия церемонии универсиады, мы эти все работы закончим. А чтобы вот, осуществилась сказка, чтобы все дороги отремонтировать, сколько нужно лет? По тем ГОСТам, которые существуют, а их придумали в Советском Союзе еще, но придумали тогда, когда износ дорог не был таким, как сегодня, не было такого количества автомашин. 5-6 лет полностью дорожное полотно должно меняться. Вот все 5-6 лет мы должны вкладываться в дороги так, как сегодня. Хороший вопрос задают часто. Мы же платим транспортный налог. Куда вы деваете наши деньги? Вся Казань собирает 700 миллионов рублей транспортного налога, из которых только часть остается в Татарстане в бюджете и в Казани. На то, чтобы приводить в нормативное состояние ежегодно, плюс строить новые дороги, нам необходимо 5,5-6 миллиардов ежегодно. Все-таки насколько будет Казань готова к универсиаде, как вы считаете? Те обязательства, которые мы взяли на себя, те задачи, которые мы поставили себе по строительству, по капитальному ремонту, по благоустройству, нет никаких сомнений, все будет выполнено в срок. Другой вопрос, если мне зададут простой вопрос и скажут, а что, все в Казани, на этом проблемы решатся? Не сделанного всегда больше, чем сделанного. Поэтому универсиада – это такой же этап в развитии Казани, как тысячелетие. Вот, завершилось тысячелетие, на фундаменте тех успехов, которые были достигнуты к тысячелетию Казани, появилась универсиада. Тысячелетие появилось на базе тех возможностей, которые дала программа ликвидации ветхого жилья нашего первого президента Митимишевича Шаймиева. Не было бы ликвидировано, 37 тысяч семей не переехало, мы бы не думали не то что про универсиаду, мы бы думали о том, как эти жилые дома сносить. Поэтому одно за другим.
И универсиада сегодняшняя, дай бог, у меня нет сомнений, я еще раз хочу ответственно заявить, что мы ее проведем в срок. Это будет самая хорошая Алла-Берса во всех отношениях универсиада. Следующая должна быть лучше, чем у нас. Это нормально, так жизнь устроена. Но это всего лишь этап в развитии города. Не сделанного у нас еще очень много. И как только универсиада пройдет, не откладывая ни на минуту, мы займемся развитием следующих проектов, тех вопросов нерешенных, которые на сегодняшний день есть.